ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين الطاهر الدمث الذي للحق صار معلما للحق صار معلما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم صلى عليه وسلم. События битвы Урва. Арабские племена стали бояться посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Однако сердца иудеев все еще не успокоились. Они организовали новый заговор против посланника Аллаха и его сподвижников. 20 старейшин из племени Бану ан-Надыр, которое выселил пророк, да благословит его Аллах и приветствует, стали подстрекать другие племена выступить против посланника Аллаха. Они все еще не унимались и не покаялись в содеянном. Вначале старейшины направились к курейшитам. Они напомнили им, что курейшиты увильнули от участия во второй битве при Бадре, и что арабы уже не испытывают того страха, который они испытывали перед курейшитами ранее. Старейшины стали подстрекать курейшитов сражаться против посланника Аллаха, сказав, что все арабы и сами иудеи будут с ними заодно. «Вставайте и сражайтесь с ним», — говорили они, — «и мы будем сражаться вместе с вами, нападем на него все вместе, одним разом». Курейшиты согласились на этот план, на эту интригу. Курейшиты и их старейшины собрали 4000 воинов. После этого иудеи направились к остальным арабским племенам, находящимся на Аравийском полуострове. Племя за племенем они подстрекали людей к сражению. Сами же иудеи были трусливы и не сражались, однако подстрекали других сражаться вместо себя. Они только разжигали огонь войны. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. Затем иудеи направились к вождям племени Атафан и начали подстрекать и их выступить войной против пророка, да благословит его Аллах и приветствует. И это несмотря на то, что иудеям было известно, что Мухаммад посланник Аллаха. Каким же сильным было их неверие и ненависть к нему. Вожди племени Атафан также выразили свое согласие принять участие в сражении. Собрались все старейшины племени Атафан. Иудеи направлялись от одного племени к другому, от селения к селению, разжигая в людях огонь войны против посланника Аллаха, да благословит и приветствует Аллах его и его род. Таким образом, собрались все арабы и все племена, и все желали действовать заодно против пророка. Мир ему. В итоге собралось войско из 10 000 воинов. Впервые такое огромное войско направлялось к Медине, городу посланника Аллаха. Они шли, чтобы уничтожить пророка и его сподвижников. Сатана управлял ими, а иудеи подстрекали их. Неверующие одной группой направились к Медине. Узнал пророк, мир ему и благословение, о том, что все арабы собрались выступить против мусульман, что племена, союзники, ополчились против него, желая убить его и его сподвижников. فصبرهم في غزوة الأحزاب لن ينسى فقد أعطى لنا مجدا تليدا. Когда пророк, мир ему и благословение, узнал, что племена-единомышленники вышли в поход, чтобы сразиться с ним в Медине, он собрал своих сподвижников на совещание.
Они стали советоваться друг с другом о том, чтобы им предпринять. Выйти ли им навстречу многобожникам для сражения или подождать их в Медине? Как же поступить им и что предпринять? В этот момент поднялся Салман аль-Фарси и сказал: «О посланник Аллаха, мы, персы, в случае нападения на нас и осаде, копали вокруг наших позиций ров. Давайте же и здесь поступим так же». С его мнением согласились. Пророк собрал сподвижников, и каждой группе из 10 человек повелел вырыть ров длиной в 40 локтей. Сподвижники приступили к работе. Они начали рыть ров. Город Медина окружен горами, поэтому ров рыли только с тех сторон, где горы отсутствовали. Сподвижники рыли ров. Некоторые из них передали, что когда Салман рыл ров вместе с ними, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал о нем: «Салман относится к нашему роду». Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, также рыл ров вместе со сподвижниками и воодушевлял их. Во время работы он говорил: «Нет истинной жизни, кроме жизни последней. Прости же ансарам и мухаджирам. Нет истинной жизни, кроме жизни последней. Прости же ансарам и мухаджирам». Сподвижники, услышав эти слова пророка, ответили ему следующими строками: «Мы есть те, кто присягнул Мухаммаду в том, чтобы вести джихад, пока живы. Мы есть те, кто присягнул Мухаммаду в том, чтобы вести джихад, пока живы». Этими стихами они воодушевляли друг друга. Они работали, невзирая на зной и голод. Несмотря на эти условия, они продолжали рыть ров. Некоторые из них произносили такие строки: «О Аллах, если бы не Ты, не встали бы мы на путь истинный, не давали бы милостыню и не совершали молитву. Не спошли нам спокойствие и укрепи стопы наши, когда мы встретим врага. Поистине, они первыми напали на нас, но если захотят они смутить нас, мы откажемся». А они воодушевляли друг друга этими словами. Однако сподвижники очень страдали от голода. Из-за сильного голода некоторые из них привязывали камень к животам. Пророк же, да благословит его Аллах и приветствует, из-за сильного голода привязал 2 камня к животу. Сильный голод, усталость. Рыть ров вокруг Медины было тяжело, а времени у них было мало. Но сподвижники не унывали и не уставали. Джабир ибн Абдуллах сказал посланнику Аллаха: «Мы зарезали животное и приготовили еды, которой достаточно только нам с тобой и еще нескольким людям. Пожалуй, посланник Аллаха, к нам домой». Он приготовил еду для посланника Аллаха. Приготовленной еды было достаточно лишь для нескольких человек. Пророк же, услышав его слова, закричал людям: «О люди, пойдемте в дом Джабира, он приготовил для нас еду». А людей было около 3000. «Еды достаточно лишь нескольким людям, но не 3000, сказал Джабир. Однако он подчинился, так как это было повелением пророка. Голодные сподвижники поспешили к дому Джабира. Вначале в дом вошел пророк и спросил: «Где котел с едой?» Ему указали на него. Еды в нем было достаточно лишь нескольким людям. Пророк посмотрел на котел, призвал Аллаха и подул на котел, а затем позвал сподвижников. Каждый из них взял себе еду. Не осталось ни одного человека из 3000, не отведавшего угощения. Один из них даже сказал: «Я посмотрел на котел после того, как люди насытились и разошлись, и в нем было столько же еды, а возможно и больше, чем было изначально». Это было чудом, которое было дано Аллахом посланнику его в тот день. В один из дней сестра Нумана ибн Башира в период сильного голода принесла тарелку фиников. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, спросил: «Для кого эти финики?» Она ответила, что они предназначены мужчинам из ее семьи. Тогда посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал ей: «Дай мне эти финики». Он рассыпал их на ковре, затем призвал великого и всемогущего Аллаха и приказал сподвижникам брать финики. Один из сподвижников сказал: «Количество фиников начало расти так, что они начали высыпаться с ковра». Этих фиников хватило всем сподвижникам. Такие чудеса были явлены пророку, да благословит его Аллах и приветствует. Когда мусульмане рыли ров, на их пути встретился большой камень, который они не могли разбить. Сподвижники обратились к посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, так как он был самым сильным и смелым из них. «О посланник Аллаха, что нам делать с этим камнем?» Пророк попросил дать ему мотыгу. Он взял ее и ударил по камню. Полетели искры, он сказал: «Аллах велик, мне дарованы ключи от Шама. Воистину, я вижу его дворцы уже сейчас». Затем он ударил по камню 2 раз. Полетели искры, и он сказал: «Аллах велик, дарована мне Персия. Воистину, я сейчас вижу дворцы Мадаина».
Потом он ударил в третий раз. Камень разбился, а пророк сказал: «Аллах велик, дарованы мне ключи Саны, и воистину, со своего места вижу я ее врата». Сподвижники смотрели на посланника Аллаха, как он воодушевлял их. Они рыли ров днем, а ночью возвращались в свои дома, отдыхали и проводили ночь дома. Так поступали сподвижники, так они готовились к этой битве. من بعد ما زلزلوا زلزالا شديدا أعطاهم رب السماء نصرا أكيدا فصبرهم في غزوة الأحزاب لن ينسى فقد أعطى لنا مجدا تليدا فصبرهم في غزوة الأحزاب لن ينسى فقد أعطى لنا مجدا تليدا. Союзные племена достигли Медины. Прибыли союзники неверия и многобожия. 4000 курейшитов и 6000 из Атафана и их союзники. Они подъехали к Медине и обнаружили ров, который мешал им напасть на город. Верующих же было не более 3000 воинов. Они смотрели на это огромное войско неверующих и многобожников, а вера и уверенность в том, что победа будет за исламом, лишь росли в них. В Коране сказано: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. В ряды верующих, однако, проникли лицемеры. Коран говорит: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. В их сердцах начал расти страх. Войско неверных было огромно. Однако войско мусульман, несмотря на их малое число, было крепким и выносливым. Их девизом были слова «Хамим, никто не поможет им». Каждый из них занял свою позицию. Когда неверные увидели этот ров, они сказали: «Это хитрость, которую не знают арабы». Они попытались пересечь ров, но не смогли сделать этого. Стрелы мусульман поджидали их. Однако группа многобожников смогла найти слабое место и перебраться на другую сторону. Предводителем этой группы был Амр ибн Абдуэд. Амр ибн Абдуэд, Икрима ибн Абиджахаль и Дерар ибн Аль-Хаттаб смогли перейти на другую сторону, где против них вышел Али ибн Абу Талиб и небольшая группа верующих. Амр ибн Абдуэд спешился для поединка. Спешился и Али. Произошел поединок, где Али ибн Абу Талиб победил Амра. Остальные же в страхе убежали и перебрались обратно через ров. Многобожники не раз пытались перебраться через ров, но так и не смогли сделать этого. Ситуация была сложной. В те часы две стороны метали друг в друга стрелами. Погибло 6 верующих, они пали шахидами, и погибло 10 многобожников. Из-за сильной занятости этой битвой, из-за страха, сподвижники не смогли совершить вовремя молитвы. Даже посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, не смог совершить предвечернюю молитву, пока не закатилось солнце. Он призвал Аллаха против многобожников, сказав: «Они отвлекли нас от средней молитвы до захода солнца. Да наполнит Аллах дома и могилы их огнем». Старейшина племени Бану Ан-Надыр Хувей ибн Ахтаб воспользовался моментом и скрытно пробрался в Медину. Он направился к племени Бану Курайза. Это было племя иудеев, которое все еще придерживалось договора с посланником Аллаха. Хувей ибн Ахтаб пришел к дому старейшины племени Кабу ибн Асаду Аль-Курайзы.
Хувей постучал в дверь, но тот не открывал ему. «Открой, я Хувей ибн Ахтаб», стучал он. Тот не открывал. Он уговаривал его до тех пор, пока Кааб не открыл ему дверь. «Что ты хочешь?» — спросил он Хувея. Тот ответил: «Я пришел к тебе с тем, благодаря чему ты станешь великим. Я привел к тебе курейшитов и привел к тебе племя Гатафан. Они договорились со мной и обязались не уходить из Медины до тех пор, пока не уничтожат Мухаммада и его сподвижников. Клянусь Аллахом, ты пришел ко мне с тем, посредством чего я буду унижен. Я не видел от Мухаммада и его сподвижников ничего, кроме блага. Я не буду сражаться с тобой против них», — ответил Кааб. «Нет, ты будешь сражаться со мной против него», — настаивал и уговаривал его Хувей до тех пор, пока тот не ответил согласием. Племя Бану Курейза разорвало договор. Ситуация была тяжелой. 10 тысяч воинов, иудеи, жившие по соседству с мусульманами в Медине, нарушили договор, а в домах мусульман не осталось никого, кроме женщин и детей. Нет никого, кто мог бы защитить их. Из племени Бану Курайза отправили одного человека разведать ситуацию в Медине. Его увидела тетя пророка София. Она схватила длинную палку и ударила этого человека по голове. Тот упал замертво. Иудеи испугались, подумав, что в доме есть тот, кто защищает верующих. На самом деле не было никого, это была лишь София, тетя пророка, да благословит Аллах и приветствует его и весь его род. О нарушении договора узнал пророк, но дело должно быть секретным. Посланник Аллаха отправил группу верующих разведать ситуацию в Медине и узнать, действительно ли люди из племени Бану Курайза нарушили договор. Он сказал им: «Не говорите об этом людям, но намекните мне». Саад ибн Муаз, Саад ибн Убада, Абдуллах ибн Раваха и некоторые другие сподвижники направились в Медину. Узнав, что племя Бану Курайза действительно нарушило договор, они вернулись. Пророку же они намекнули. Адаль и Аль-Кара, эти два племени вероломно поступили со сподвижниками. Посланник Аллаха понял, что племя Бану Курайза нарушило договор. Через несколько часов эта весть распространилась среди мусульман. От страха их сердца подкатили к горлу. وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. Многобожники были снаружи, Бану Курейза внутри, а худшим из зол были лицемеры. Они начали отступать, вызывая раскол в рядах и создавать проблемы. Как сказано в Коране, тогда сказали лицемеры и те, чьи сердца поражены недугом, обещания Аллаха и его посланника были всего лишь обольщением. А некоторые из них сказали: «О жители Ясриба, Медины, вы не сможете выстоять, вернитесь в свои дома и защищайте своих женщин». А некоторые из них попросили разрешения у пророка. Лицемеры покинули поле боя, ряды раскололись. Верующих еще не постигало подобное испытание. Один из них даже не мог удовлетворить свою нужду. Испуг, страх и тревога. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, заснул неглубоким сном. Что делать сейчас с подвижником? Тогда пророк проснулся. Он сказал: «Радуйтесь победе и помощи Аллаха». Он посоветовался с верующими о том, чтобы заключить перемирие с племенем Атафана на треть плодов Медины. Ансары возразили ему: «Нет, о посланник Аллаха, мы до принятия нами ислама не давали им ни одного финика. Аллах облагодетельствовал нас исламом, так неужели мы дадим им плоды сейчас? Что же делать?» К ансарам подошел мужчина по имени Наим ибн Масуд. «Кто ты?» — спросили его. Тот ответил: «Я из племени Атафан и принял ислам, но никто не знает об этом. Приказывай мне, о посланник Аллаха». Пророк, мир ему и благословение, сказал ему: «Ты среди нас один. Внеси раскол в их среду, если сможешь. Ведь война — это обман». Наим ибн Масуд был сообразительным человеком. Он направился к иудеям и сказал им: «Вы знаете о моей симпатии к вам и о том, что нас связывает». Те ответили: «Мы знаем тебя, о Наим». Он продолжил: «Воистину, курейшиты не будут сражаться вместе с вами. Если они одержат победу, то это одно. Однако, если они не смогут победить, то уйдут и оставят вас Мухаммаду, которому вы не сможете противостоять». Люди из Бану Курайза спросили его: «Что же нам делать?» Наим ибн Масуд сказал: «Возьмите в качестве залога людей из них, дабы они не смогли вернуться». Они согласились с ним. Затем Наим отправился к курейшитам. Он сказал им, что иудеи предали их. «Что ты говоришь?» — спросили его. «Да, они предали вас. И скоро они попросят ваших знатных людей, чтобы потом передать их Мухаммаду и его сподвижникам. Я для вас надежный и добрый советчик».
Когда наступила ночь субботы, курейшиты отправили к иудеям следующее послание. «Мы не можем стоять на этой земле вечно. Присоединяйтесь же к нам, чтобы воевать с Мухаммадом и бороться против его сподвижников». Иудеи ответили им, а в этот момент обе стороны уже начали сомневаться друг в друге. Иудеи ответили курейшитам: «Вы знаете, что это ночь субботы. В этот день нам запрещено сражаться. И после мы не станем сражаться с вами против Мухаммада, пока вы не дадите нам в качестве залога некоторых из ваших людей». Курейшиты, услышав это, сказали: «Клянемся Аллахом, сказанное Наимом правда. Его слова правда». Курейшиты ответили иудеям: «Мы не направим к вам в заложники ни одного человека. Поднимайтесь и сражайтесь с нами». Иудеи же, услышав это, сказали друг другу: «Клянемся Аллахом, Наим сказал нам правду, курейшиты предали нас». Каждая из сторон обвиняла другую в предательстве. Между ними возникли разногласия. Сработал план Наима. Распространился страх в рядах союзников, и они разорвали договор между собой. Это была первая победа. Мусульмане же и в Медине, и в лагере Урва поднимали свои руки в мольбе к Аллаху. Усилились мольбы в ту ночь, увеличилась просьба к Господу их, великому и всемогущему, о помощи. Верующие призывали: «О Аллах, прикрой наши слабые места, избавь нас от страха». Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, в ту ночь выстаивал ночную молитву и поднимал руки к небу: «О Аллах, неспосылающий Писание! О Аллах, скорый в расчете, разбей эти племена! О Аллах, разбей и потряси их!» Великий и всемогущий Аллах ответил им: в ту ночь Всевышний Аллах отправил одного из своих воинов. Что же это за воин? Это ветер. Только сильный ветер. Сильнейший, холоднейший ветер. Сильный холод и сильный ветер настигли многобожников. Ветер начал опрокидывать их палатки, переворачивать котлы и гасить их костры. Он дул так, что палатки просто улетали. В сердца людей проник страх. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا جند واحد. Это действовал один из воинов Аллаха в ту ночь. Ветер был сильным и очень холодным. وشديدة البرودة إذ فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. На многобожников обрушился сильнейший ветер. Пророк не знал, что происходит за рвом, а блокада продолжалась уже около месяца. Поэтому пророк, да благословит его Аллах и приветствует, собрал своих сподвижников и спросил: кто пойдет посмотреть, что делают курейшиты, и потом вернется? Я прошу Аллаха Всевышнего, чтобы этот человек стал моим спутником в судный день. Он будет со мной в судный день. Никто не поднялся и не отозвался. Почему? Да потому что люди испытывали сильный страх, а положение было трудным. Тогда пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал второй раз: не пойдет ли кто-нибудь, чтобы принести мне вести о курейшитах? Этот человек будет спутником моим в судный день. Опять никто не отозвался. Он повторил в третий раз: не пойдет ли кто-нибудь, чтобы принести мне вести о курейшитах? Никто не поднимался. Страх достиг пика. Из-за сильного страха сердца подступали к горлу. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, посмотрел на хранителя своих тайн, на Хузейфу, и сказал: вставай, о Хузейфа, вставай и принеси нам вести этого народа. Хузейфа сказал: я не могу отказать, так как повеление пророка пришло именно ему: вставай и принеси нам вести курейшитов, но ничего не предпринимай, чтобы они в страхе не напали на нас. Пророк приказал ему ничего не предпринимать, а лишь принести вести о них. Хузейфа, маскируясь, скрытно перебрался через ров и проник в ряды многобожников. В ту ночь они были очень заняты. Был сильный холод и ветер, было темно. Хузейфа проник между рядами многобожников и начал осматриваться, что же здесь происходит.
Палатки срываются, котлы переворачиваются, а огонь гаснет. Люди переполнены страхом. Что же происходит? Хузейфа рассказывал: «Я посмотрел на людей и увидел среди них предводителя войск, Абу Суфьяна. Он сидел, повернувшись к огню спиной, чтобы согреться. Тогда я вложил стрелу в лук. Он был близок ко мне, а люди были заняты другим», продолжает Хузейфа. «Клянусь Аллахом, если бы я выпустил стрелу, то непременно попал бы в него. Одним ударом может быть убит предводитель многобожников». Хузейфа сказал: «Однако я вспомнил слова пророка, да благословит его Аллах и приветствует, при моем уходе. Но ничего не предпринимай, чтобы они в страхе не напали на нас». Вспомнив это напутствие, я вернул стрелу на свое место и оставил все как есть. Затем я скрытно вернулся к пророку, да благословит его Аллах и приветствует. Он спросил меня о вестях, и я обрадовал его. Люди собираются уезжать. А Абу Суфьян сказал людям: «О люди, воистину я возвращаюсь в Мекку. Кто желает, то пусть возвращается со мной». И люди начали собираться. Об этом сообщил пророку Хузейфа. По истечению месяца, прожитого в страхе, был послан один из воинов Аллаха. Он опрокидывал их вещи и котлы, вносил страх в их сердца. «Я обрадовал пророка этой вестью», продолжает Хузейфа. «Потом он подозвал меня к себе, накрыл меня плащом, и я заснул до утра. На утро не осталось ни одного многобожника». Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, узнав о победе, провозгласил: «Теперь мы будем выходить в поход против них, а не они против нас, и мы сами пойдем на них. Сейчас мы поедем к ним». كالنور في جنح الظلام جاء الحبيب إلى الأنام هديا يضيء دروبهم وكأنه بدر السماء كالنور في جنح الظلام جاء الحبيب إلى الأنام هديا يضيء دروبهم وكأنه بدر السماء لمحمد خلق عظيم وبحبه من لا يهين والله جل جلاله صلى عليه وسلم لمحمد خلق عظيم وبحبه من لا يهين والله جل جلاله صلى عليه وسلم صلى عليه وسلم ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم صلى عليه وسلم. Компания iMedia выражает благодарность кувейтскому спутниковому каналу Аль-Ватан.